Ассаламу алейкум, дорогие зрители, гости канала, все, кому это видео попалось. Если алгоритмы выдали его вам, значит не просто так, значит какие-то интересные общие темы у нас с вами есть. Сегодня я хотел немножко поговорить о том наезде очередном, который развернули русские нацисты против нашего Заки Валиди. Ну, правильно, там написали у Руслана Габбасова, по-моему, было сегодня, что это не просто так. Если одновременно три историка начинают наезжать на Заки Валиди, значит сверху спущена какая-то команда, потому что таких совпадений не бывает. Даже если команда не спущена, значит вот эти историки работают вместе, у них есть какие-то там чаты, они сидят и анализируют, планируют, как с нами бороться. Я специально сказал с нами. Это не борьба с Заки Валиди, это борьба именно с нами, со всем нерусским, с коренными народами, их культурой. Ну вот это уравниловка. То, о чем мечтает Путин, то, о чем мечтает эта нацистская власть, режим Путина. Всех привести под одну гребенку, под один общий русский язык, и чтобы не было никаких других культур. А если в условном 2040-м какие-то башкиры или татары, неважно, народы Кавказа, где-то пытались что-то говорить, петь на своем, чтобы они говорили: мы русские, например, татарского происхождения, мы русские башкиры и так далее. То есть мечтает Россия, чтобы было примерно как в какой-нибудь европейской стране, когда все, кто носит французский паспорт, говорят: мы французы, или там американцы, вне зависимости от их расы, корней, говорят: вот наша национальность — это американцы. Они понятие вот этники, корней, происхождения по-другому и не понимают. Для них вот есть американцы и все. Вот то же самое хотят сделать в России, но чтобы абсолютно все народы, проживающие там, говорили: мы русские. Матушка земля бела. В русле вот этого плана великого, как им кажется, вот эти наезды. Особенно ненавидят они Заки Валиди, потому что Валиди — это масштаб. Я про него несколько раз говорил на канале, добавлю еще несколько слов. Заки Валиди был таким самородком, таким подарком нашему народу, который мы при жизни и в первые 20-30 лет его отъезда из России, да и после смерти в 1970 году, мы не смогли его оценить. Его масштаб мы не поняли. У нас тогда не было таких инструментов, у нас не было таких историков, не было таких институтов. Был сапог советский, под которым жили наши народы. И, соответственно, все, что называлось наукой, писательством, исследованиями, все было под этим сапогом. Поэтому в годы, когда Заки Валиди писал свои труды, потом писал в эмиграции, потом, после его смерти там еще, может быть, какое-то потепление началось, потом уже и реабилитация его имени наступила, но все равно не было у нас инструментов его оценить. А вот на сегодняшний день это время просто упущено. Это можно понять, читая то, что он писал. Если мы читаем его статьи, то, что он поднимает, можно увидеть, что многие вопросы просто устарели. Например, он поднимает вопрос: кем бы нам, тюркам, России называться, и предлагает, моделирует разные варианты. Вот эти вопросы, они сегодня уже просто не актуальны. Мы уже сильно отдалились друг от друга. Не то, что там киргизы и казахи.
от татар и башкир. Да даже и татары, и башкиры вот смоделировать такой вариант, чтобы татары, башкиры, ну то есть мусульмане Поволжья, назвались одним названием, согласились считаться одним народом, это уже сегодня нереально. Это один маленький пример того, что написанные Заки Валиди сейчас устаревает. Вопросы там границ, государств, по какому принципу объединяться. Ну, конечно, мы сильно раздробились уже. И сейчас только, наверное, в русле изучения того, что тогда говорили мусульмане, только вот в этом русле можно изучать. А так уже эпоха Заки Валиди ушла не изученной, не оцененной, и в частности он сам. Вот. Далее. Несмотря на это все, мы должны хранить память о нем, стараться все-таки говорить, читать, переводить и доносить его неустаревшие идеи до нашего молодого поколения. Если мы правильно донесем его идеи, мы сохранимся как народы. Мы не ассимилируемся, мы не утратим язык, мы будем понимать роль нашего родного языка, религии ислам, то есть всего того, что призывал хранить и беречь Заки Валиди. Вот почему его ненавидят враги, вот почему хотят его стереть с нашей памяти, потому что он говорил о тех барьерах, которые не дают, в частности, сегодня путинскому прижиму превратить нас в русских. А превратить нас в русских пытались и до Путина много людей. Об этом писались книги. Каждый раз, когда я подобные ролики снимаю, стараюсь ставить сзади себя книгу Авторханова, Абдрахман Авторханов, «Империя Кремля» называется. Да, вот есть Кремль. Сегодня там сидит Путин со своей шайкой, кликой. Это они ведут с нами войну. А до Путина были, куча других. И все они, несмотря на взаимную ненависть, несмотря на то, что они разными именами, названиями назвались, несмотря на разницу их цвета, их флагов, они одинаково ненавидят так называемых нацменов и одинаково сильно хотят их стереть. Меня, в частности, часто критиковали наши единоверцы, братья-мусульмане. Почему ты защищаешь Заки Валиди? Полистай, посмотри, что он писал про религию. Да, как странно он не мог определиться, кем он является с точки зрения ислама и так далее. Я прекрасно понимаю. Наверное, не меньше вас читал, не хуже вас знаю, что есть такие предложения Заки Валиди, после которых его даже и мусульманином назвать трудно. То есть, если кто-то ему после этих слов будет выписывать такфир, назвать его отступившим от веры, отвергнувшим ислам, да, трудно его защитить. Я прекрасно знаю про эти предложения. Но, во-первых, часто эти предложения как будто бы аннулируются и другими. То есть в одном месте, если он высказывается отрицательно про мул, про их дела, то ведь в других местах он точно так же отзывается об исламе с уважением. И Заки Валиди является тем человеком, который отдел исламоведения открыл, сохранил. Да. Это в Турции после Ататюрка. То есть насколько нужна была смелость эту тему поднять. Еще, как он пишет, не было других людей, которые бы вот этот отдел исламоведения вели, и он на себя эту функцию взял. Сын муллы, мама, видно, да, по фотографии, образованная мусульманка. Поэтому так его можно назвать кафиром. Это вот, кстати говоря, тоже вопрос, который ждет своего отдельного исследователя. Но, как я уже сказал, многие моменты его жизни, этого великого масштабного человека, мы упустили. Не знаю, мы сможем ли наверстать. В любом случае, как бы мы к нему ни относились, какие-то очень радикальные мусульмане будут его считать
неприемлемым человеком. Кто-то, например, наполовину готов его уважать. Лично я считаю, что он поднял те вопросы, которые сегодня боятся поднимать. Либо, если и не боятся, у них на это нет таких знаний, такого масштаба нет. Столько вещей они не прочитали, не изучили. Просто не хватает у человека масштаба думать и говорить на все те темы, на которые говорил Заки Валиди. Как вы можете себе представить? Вот, скажем, такой самый мощный башкирский, татарский, казахский историк. Про казахов давайте не будем трогать казахов, у них другое государство. А возьмем именно российских историков, которые в данный момент живут в России. Как он смог бы продолжить дело Заки Валиди? Как он мог бы комментировать его слова? Как он мог бы писать рецензии на то, что он говорил? Предлагать какую-то современную альтернативу тому, что, возможно, от Заки Валиди устарело, но он предложил бы сегодня что-то новое. Как он мог бы это сделать? Эти историки сегодня даже боятся произнести его имя. Эти историки сегодня боятся даже сказать: слушайте, может быть, немножко надо остановиться. Почему мы убираем его памятники? Да, я мусульманин, мне до памятников вообще никакого интереса нет. Но те историки, которые живут в России, многие же из них не мусульмане, они ведь спокойно стояли и смотрели, как стирается имя Заки Валиди с учебников, с речей, нигде не звучит. Его детей не приглашают на какие-то мероприятия. Поэтому этим историкам, которые живут в России, если есть какое-то доверие, но надежды на них мало. Многие из них даже, в принципе, такими, скажем, мужчинами не могут выступить. Я не знаю, если бы в другой какой-то реальности какая-нибудь, как вот этот усатый, я не знаю его имени, назвал гнидой, что ли, да, он у себя на канале. Были бы времена другие, куча башкирских историков ему написала бы за это слово: при встрече я тебе дам в морду, усы твои вырву за то, что ты оскорбляешь Заки Валиди. Но они же этого тоже не могут сказать. Поэтому мы живем, я имею в виду те, кто в России, живем в таком месте, где никак не можем защитить имя Заки Валиди хотя бы словом. Те, кто не живет в России, должны объяснять хотя бы, что происходит. Таких людей очень мало было в истории. Наши молодые должны знать, к чему он призывал, сколько труда влил. И вообще сегодня какое влияние оказывает. Даже сегодня, даже не живой Заки Валиди, какое влияние оказывает на наше положение, на нашу ситуацию. Давно еще я говорил, просто посмотрите рядом с этим ненавистным мне российским флагом, какой флаг развивается. 3 наших цвета, нарисованные Заки Валиди, потом, конечно, переставленные. Придет время, в нужном порядке переставим, иншаллах. И даже мертвый Заки Валиди сейчас будоражит этих врагов. Даже мертвый он продолжает бороться. Если объединенными силами эти нацистские историки пытаются на него наехать, то значит они чувствуют, для их мерзкой идеи чего-то не хватает. Чтобы добить нас, им не хватает именно этого добития Заки Валиди. Добив его, они могут до конца сделать нас урусами. Никогда мы ими, конечно, иншаллах, не станем. И напоследок я хотел сказать одну вещь по поводу того, что он сотрудничал там с нацистами, как уже много лет пытаются его так выставить, откапывают какие-то документы, какие-то пожелтевшие листы якобы из архивов. Проверить мы, конечно, не можем, насколько они достоверные. Но давайте возьмем такой вариант. Пусть он даже и ходил, консультировал каких-то генералов Рейха, как надо добить эту советскую власть. Мне хочется у вас спросить, и что? Делал он это. Вам-то что? Он был врагом
советской власти. И сегодня врагов вашей вонючей советской власти много. Я жалею, что он раньше не рухнул. Я жалею, что мало было у Заки Валиди выходов на людей, которые помогли бы ему еще больше в этом направлении работать. Я сегодня на канале написал, он был добрым ученым. Он посвятил жизнь именно работе над рукописями, какими-то историческими делами. Да? Вот этим он больше занимался. А борьбой с совком, но он просто потом физически не мог этого делать. Не было интернета. Это же не наше время. Там, я уверен, каждая бумажка, каждый человек, который приходил к нему, 1000 раз проверялись до и после. Мустай Карим, который, помните, ездил к нему и после этого такой вещь написал. Про это Айрат Айдельмухаметов писал, как Мустай Карим видел Заки Валиди, потом вернувшись в СССР, как он поиздевался над ним, над его болью, что Заки Валиди сейчас просит там пластинки и так далее. Ну, было дело. Еще одна книга, которую я ставлю сзади, Тамып Тагана Калакандар, такая книга есть. Вот в этой книге разыгрывается тоже такая ситуация. Ну, книга наполовину, конечно, роман из вымыслов состоит, но там вот в одном из вымыслов тоже приводится такой сюжет, что отправляют КГБшника в Турцию, чтобы он подарил Заки Валиди книжку. Книги, конечно, Заки Валиди сильно любил, а эта книга была отравлена. И если, скажем, человек перелистывает, да, то, что они могут отравить человека, это уже сейчас общемировой известный факт. Да? Ну вот такой сюжет разыгрывается. То есть это, конечно, вымысел, но попыток убить Заки Валиди, конечно, было, я уверен, много. Тех, про которые мы даже не знаем. Немножко я в сторону ушел, размышляя про это. Мы говорили о том, что Заки Валиди не мог до конца полностью бороться с этой советской властью в тех реалиях, когда ни интернета не было, и люди все проходили через фильтр, который с ним встречается и до, и после. Но насколько мог, он это делал. И если вот, делая это все, где-то он разговаривал с офицерами, генералами Рейха, да молодец, и хорошо, что он это делал. Вообще странно от вот этих рашенских историков такие вещи читать. Ваш совок был пособником нацистов. Это вы взрастили его, нацизм, гитлеризм. Это вы через своих коммунистов, через финансовые и политические кучу связей. Это вы взращивали зверя вот этого Гитлера. Писал у себя на канале. Вплоть до 22 июня 1941 года отправлялись еще составы из СССР. То есть был обмен такой торговый. Прекрасно относились вы к Гитлеру. Вы, сталинисты, вы, совки. Поэтому не надо тут на Заки Валиди наезжать, используя какие-то бумажки. Не пытайтесь вытравить имя Заки Валиди из нашего башкирского мира. Оттуда он никак не вытравится. Даже те башкорты, которые его не любят по каким-то причинам, даже они не смогут вытравить, они будут маргинальными. Заки Валиди свое дело сделал, умер. Никак его забыть и предать забвению нельзя. Это как это, скажем, все равно, что кто-то захотел бы забыть Пушкина и сказать вот русский язык. Ну, мы русский язык прекрасно и без Пушкина, и без словаря Даля прекрасно можем преподавать. Есть в этом мире вещи, которые невозможно удалить спокойно, как в компьютере, в программе. Ну ладно, я затянул. Просто тема Заки Валиди и наездов на него для меня больная тема. И когда кто-то начинает, как вот эти противные историки, что-то пытаться на него наезжать, у меня вот это все просыпается. Главное, чтобы пришедшие после нас поколение также хорошо понимало борьбу идей, нескончаемую войну между русским и нашими мирами, башкирским,
татарским, чеченским, дагестанским и другими мирами, которые этот русский мир мечтает уничтожить. Не мы умрем, а русский мир, иншаллах, умрет. Аминь.